Это преступление! Не присоединяйтесь к этим преступлениям! Стыдитесь! А мы уже 30 лет без советской власти живем. И как же мы будем дальше жить, если до сих пор воспитываем своих детей вот так? Этот день, 5 марта на Красной площади, не был тихим. С утра несколько сот человек во главе с коммунистами пришли поклониться советскому вождю у Кремлевской стены. Акция КПРФ «Две гвоздики товарищу Сталину» ежегодно проходит у могилы Иосифа Джугашвили в день его рождения и смерти. Правда, настроение левым испортили участники проекта «Декоммунизация». Молодые люди решили напомнить всем, кем на самом деле был Иосиф Сталин. Гори в аду, палач народов! Убийство женщин и детей! Альтернативную акцию в виде обращения провели на Красной площади дети репрессированных граждан, чьи отцы и матери были расстреляны в конце 30-х годов прошлого столетия. Текст документа зачитал сын репрессированного Алексей Нестеренко. Он обратился к Владимиру Путину с призывом о принятии закона о запрете прославления Сталина. Господин президент, в 66-ю годовщину смерти Сталина здесь, на Красной площади, мы обращаемся к вам от группы москвичей уходящего поколения детей врагов народа, оклеветанных и расстрелянных в годы Большого террора. Мы уже 2 года собираем подписи за принятие закона о запрете прославления Сталина. Поддержите нас! Такой закон необходим для запрета, оправдания и отрицания политических репрессий, чтобы организаторы из КПРФ и других коммунистических организаций и партий не посмели впредь проводить акции прославления преступника. Не всем прохожим понравилось это обращение, и некоторые из них вступили в дискуссию с группой Нестеренко. Сталин миллионы расстрелял. Ой, боже, да, какой же идиот вам это сказал. А вы откуда знаете? Я там был в этих лагерях. Да, вы там были. Миллионы расстрелял. А мы отцов там оставили. Ни за что, ни про что. Да. Ребята, я не хочу с вами спорить. Правильно, то, что проспорите. Оставайтесь при своем мнении. С теми, кто приходил класть цветы на могилу Сталина, общий язык найти было трудно. Пришли на кладбище и орете. Это кладбище быть не должно Так, здесь. Все, заткнулись. Алексей, ладно. Красная площадь – это ярмарка. Дубам бесполезно. Это праздник. Вот Кладбище. Он пришел на кладбище, а я этого не понял. вот такие. Мавзолея не существует на всех трансляциях в Красной площади. Расскажите кому-нибудь, кто-нибудь знает, что такое мавзолей? Да нет. Все проводят парады, мавзолея не существует. Фанеркой он закрыт. Пенсионерке Маргарите Андрющенко 86 лет. Ее отца, ученого-микробиолога Даниила Андрющенко, расстреляли в августе 1937 года. Мать отправили в Казахстан в Акмолинский лагерь жен изменников Родины, сокращенно Алжир, где женщина провела 9 лет. Маму арестовали как жену и отправили в Казахстан. Значит, здесь она сидела в Бутырке, и потом в Казахстан, где было 10 тысяч жен врагов народа. Если на Красной площади шли горячие споры о том, кем был Иосиф Сталин, то рядом на Манежной площади, где также обитал дух генералиссимуса в образе двойника, конфликтов не наблюдалось. Люди охотно фотографировались с фальшивыми вождями, расплачивались настоящими деньгами. И, как говорится, ничего личного, только бизнес и тщеславие. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.